Официально замглавы Орионбанка убит. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, почему и за что. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. В результате проведения оперативно-следственных мероприятий правоохранительными органами страны установлено, что первого заместителя председателя ОАО «Орионбанк» Шухрата Исматулоева похитила преступная группа, которую создал Дилшот Саидмуродов. Заявление об этом на своем сайте разместила Генеральная прокуратура Таджикистана. Саидмуродов разработал план данного преступления еще в марте 2022 года и с этой целью создал вооруженную и организованную преступную группу численностью более 10 человек. В то время осуществить упомянутое преступление по независящим от Саидмуродова и членов его преступной группы обстоятельствам не представилось возможным, говорится в сообщении. По данным ведомства, в 20 часов 10 минут 23 июня этого года по улице Закария-Рози города Душанбе Дилшот Саидмуродов вместе с другими членами организованной преступной группы Рустамом Ашуровым, Шахрумом Худжаевым, Акбаром Ахмедовым и другими, воспользовавшись возможностью, насильно посадили Шухрата Исматулоева в автомобиль и увезли в направлении из села Шадоп-1, расположенного в сельском совете Чербок-Варзобского района. Данные лица в одном из домов указанного села до 3 часов 24 июня пытали Исматулоева с применением физической силы, электрошокера, автофена и других средств и впоследствии убили его. Затем с целью сокрытия следов преступления скинули тело убитого и автомашину в реку Заравшан на 130-м километре автодороги Душанбе-Чанак, сообщает Генпрокуратура. В тот же день, по данным ведомства, Дилшот Саидмуродова и Акбар Ахмедов бежали в Россию, Шахрух Худжаев в Турцию. Рустам Ашуров тоже 25 июня бежал в Турцию, а 30 июня оттуда в Молдову. Во время пересечения границы Молдовы Рустам Ашуров был задержан и, опасаясь ареста и экстрадиции в Таджикистан, устроил стрельбу, выхватив пистолет у одного из сотрудников правоохранительных органов аэропорта Кишинева. Он убил двоих и был ранен в ходе антитеррористической операции. 3 июля скончался от полученных ранений в больнице, сообщает Генпрокуратура. Ведомство сообщает, что в настоящее время в рамках уголовного дела задержано 5 участников организованной преступной группы. Их имена не сообщаются. Совместно с правоохранительными органами зарубежных стран принимаются соответствующие меры по задержанию и привлечению к ответственности других преступников. Поиск тела Шухрата Исматулоева продолжается, заключили в прокуратуре. Но самый главный вопрос, из-за чего похитили и убили Шухрата Исматулоева, в сообщении Генпрокуратуры ответа нет. Напомним, некоторое время назад в соцсетях появилось видео общения Рустама Ашурова с матерью. В нем он признается маме, что участвовал в похищении и убийстве одного человека из-за 100-200 миллионов долларов. Судя по видео, Рустам Ашуров позвонил матери, когда его пытались задержать в аэропорту Кишинева. Он говорит ей, что стал соучастником похищения и убийства человека вместе с человеком по имени Дилшот. На вопрос матери, какой Дилшот, Ашуров отвечает: Дилшади СБ. По его словам, после того, как тот человек был задержан, похищен, Дилшот долго его бил, от чего он и умер. «А ты что сделал?» – просила женщина. «Я был с ним». «Что ты с ним сделал?» «Ничего, я просто отвез его и выбросил в реку». «В какую реку?» «В реку Варзоб». На причитание мужчина говорит: «Ничего страшного, мамочка, встретимся на том свете, пусть хранит вас Аллах, я вас люблю». После этого общение прерывается. Второе видео начинается с того, что Рустам Ашуров признается в убийстве 2 человек. «Что ты сделал?» – спрашивает, плача мать. «Я убил 2 человек», – говорит он и показывает тела 2 лежащих на полу людей. При этом, в отличие от первого видео, где он говорит более спокойным тоном, на втором видео он взбудоражен и плачет. «Береги моих детей». «Зачем ты так сделал, сынок?» Женщина при этом спрашивает, что ему сказал Дилшот, а он отвечает, что Дилшота живым тоже не возьмут, он тебя тоже убьет. Ашуров также говорит, что сделал это из-за денег. Женщина предлагает ему сдаться полиции, а он отвечает: «Я тут в таможенной зоне, жду их». Насколько подлинно и реально это видео, никто не знает, но по всем фактам оно сходится, и прокуратура приняла его во внимание. Как вы относитесь ко всей этой ситуации? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.